Рамадан на канале Аль-И'тисам 1445 года по хиджре. Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои братья и сестры, сегодня хотелось бы рассказать о справедливости, на котором держатся небеса и земли. Одна из миссий ислама, братья мои, это вытащить людей из несправедливости религии к справедливости ислама. Одна из причин, почему мусульмане совершили первое поселение в Эфиопию, это то, что там был правитель, возле которого не поступит несправедливо по отношению к тем, кто находится возле него. Из особенностей и отличительных качеств исламского призыва это распространение в первую очередь справедливости на земле. Читая многие контексты из Корана и изречения посланника, саллаллаху алейхи вассалям, мы обнаруживаем, что те люди, которые проявляют несправедливость, поступают несправедливо по отношению к другим людям, они не преуспеют, и эта несправедливость прибавит им только убыток. У Аллаха Всевышнего Азза ва Джаль есть такое имя, которое звучит Аль-Адиль, справедливый. Тот, кто не совершит несправедливость по отношению к людям даже весом маленькой частицы. До такой степени справедливый Аллах Субхану ва Тааля. Справедливость Аллаха охватывает не только людей, но и даже животных. Как это пришло в хадисе, в судный день Аллах так справедливо рассудит, что его справедливость даже охватит животных. Животное, у которого есть рога, которые пободало животного, у которого нет рог, Аллах Субхану ва Тааля даже в этом случае сделает так, чтобы это животное взяло у другой животное возмездие. Вот до такой степени справедливый наш Господь. А что сказать о справедливости Аллаха по отношению к людям, среди людей? Как справедливость Аллаха настигнет тех людей, кто несправедливо поступает по отношению к другим людям? В авангарде семерых людей, которые будут находиться под троном Господа в судный день, под тенью трона Господа в судный день, это справедливый имам. Также сделал справедливого имама из числа тех трех людей, мольба у которых Аллах Субхану ва Тааля будет принимать. Это почему? По причине его справедливости, братья мои. Аллах рассказал нам, что спасает человека в судный день. Одно из тех вещей, что спасает человека в судный день, это его справедливость в довольстве и в гневе. Справедливость в довольстве куда более легче, чем проявление справедливости в гневе. Это, братья мои, высший уровень справедливости, когда человек бывает справедлив, в первую очередь с самим собой, с Аллахом, со своей семьей, с детьми, с женами, с родителями, со всеми своими братьями. Всегда быть справедливым в гневе и в радости. Сообщается, что Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас, ради Аллаху анху, сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине справедливые будут восседать перед Аллахом на мимбарах из света. Они будут восседать по правую руку милостивого, велик он и всемогущ, обе руки которого являются правыми, а являются ими те, которые придерживаются справедливости в своих решениях, касающихся их семей и всего того, над чем они властны, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Справедливость по отношению к семьям и справедливость по отношению к тем, над кем он властен, подданные его и все, которые находятся под его властью. Мусульманину не поможет его религия, мусульманам не поможет их религия ничем, если они не проявляют справедливость по отношению к людям. Как это сказали ученые, Аллах, говорит Ибн Таймия, оказывает справедливость, Аллах оказывает помощь справедливому государству, если даже оно неверное. Оставляет без помощи несправедливое государство, если даже оно верующее. Посмотрите, какую закономерность Аллаха Субхану ва Тааля.
Вера мусульман, их религия ничем не помогает им, если они не претворят в своей жизни справедливость. Если в их государстве, их обществе преобладает несправедливость, эта религия их не спасет. Они потерпят убыток, они потерпят поражение. А справедливые государства среди своих подданных, которые, делают справедливость среди своих подданных, они получат помощь от Аллаха, если даже от этого государства несправедливое. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает нам, братья мои, этот хадис очень опасный хадис, братья. Порою никто не спасается от несправедливости. У кого-то он бывает маленькая несправедливость, у кого-то он бывает большой несправедливость. Несправедливость считается даже неоправданной, даже безоснованные предположения о людях, это считается несправедливостью. Без основ подозревать людей даже в чем-то, это по отношению к ним несправедливость. Делать за них гиба, это по отношению к ним несправедливость, братья мои. Посмотрите, мольба притесненного человека не отвергается, если даже притесненный человек является нечестивцем или же кафиром. Даже их нечестие и куфр не дает нам повода поступать несправедливо по отношению к этим людям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: бойтесь мольбы притесненного, даже если он является неверным, ибо между его мольбой и Аллахом нет преграды, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Мольба, в другом хадисе говорится, мольба притесненного принимается, если даже он грешник, ведь его грех против него же. Это его грех, конец цитат, это его грех не дает повода поступать по отношению к ним несправедливо. В другом хадисе говорится: бойтесь мольбы притесненного человека, ибо поистине она возносится к облакам. Аллах скажет: клянусь моим могуществом и величием, я непременно помогу тебе, и даже если это произойдет через какое-то время. В другом хадисе говорится: бойтесь мольбы притесненного человека, ибо оно устремится в небо, подобно искре, сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Имам Аль-Мунави сказал: это означает: остерегайтесь несправедливости, чтобы на вас не призвал проклятие притесненный человек, даже если он неверный или грешник, поскольку мольба притесненного получит ответ, а его нечестие остается с ними. Аллах скажет: даже если пройдет определенное время, я отомщу, я накажу, я отвечу. Помогу тебе, говорит Аллах субхану ва тааля. Пусть отсрочка, которую дает Аллах, не обольщает нас, братья мои. Пусть отсрочка, которую Аллах дает притеснителю, пусть не обольщают их. Пусть они не думают, что они находятся в безопасности от Аллаха субхану ва тааля. Кому-то Аллах субхану ва тааля дает большую отсрочку, кому-то малой. Но Аллах субхану ва тааля сказал: я непременно помогу, если даже пройдет определенное время. Аллах только всего лишь дает отсрочку. Но притеснение, которое человек допускает по отношению к человеку, оно возвращается. Это притеснение, оно возвращается к человеку. Это такова закономерность Аллаха субхану ва тааля. Все, что сделал ты, к тебе возвращается. Будь это добро или зло. Пусть никто не посмеет поступать несправедливо по отношению к другим людям, кто бы он ни был. Если даже он слабый, пусть человека не обольстит отсрочку, которую Аллах ему дает. Аллах говорит в Коране: не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Аллах дает отсрочку злодею, пока не схватит, и уже, если Аллах схватит его, не отпустит. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал: такой была схватка твоего Господа, когда он схватил селение, жители которых были несправедливы. Воистину, хватка его мучительно сурова, сказал Аллах азза ва джаль. Самая совершенная справедливость, братья мои, это когда человек проявляет справедливость по отношению к своим друзьям и по отношению к своим врагам. Кто бы ни был, человек должен проявлять справедливость. Аллах субханаху ва тааля сказал в Коране: ба'да а'уду биллахи минаш шайтанир раджим: я айюхалладина аману
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. О те, которые уверовали, смысл: будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людям не подтолкнет вас к несправедливости. Посмотрите, ненависть к врагам пусть не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах знает о том, что вы совершаете. Посмотрите на жизнь сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого звали Абдуллах ибн Раваха. Как ненависть к какому-либо народу не подтолкнула его к несправедливости. Наша ненависть к кому-либо-то не было, братья мои и сестры, не должна нас толкать к несправедливости. В делах, словах, поступках, где бы ни было. Несправедливость ни в коем случае нельзя допускать. В таком случае мы ничем не отличаемся от этих людей, кого мы порицаем. Когда посланник Аллаха отправлял к евреям Хайбар Абдуллах ибн Раваха, ради Аллаху анху, чтобы оценить их посевы и забрать половину, такой был договор. Когда евреи Хайбара хотели подкупить Абдуллах ибн Раваху, да будет доволен над ним Аллах, он сказал: «О враги Аллаха, вы предлагаете мне запретный доход. Клянусь Аллахом, я пришел к вам от самого дорогого мне из людей. Вы же для меня ненавистный обезьян и свиней», сказал. «Но ни моя ненависть к вам, ни моя любовь к нему не препятствует мне относиться к вам справедливо». Они тогда ему сказали: «На справедливости держатся небеса и земли». Прошу Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он сделал нас справедливыми по отношению к друзьям, по отношению к нашим врагам, в гневе и в радости, в нужде и в достатке, в любом положении, чтобы мы были справедливыми. Аминь. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.